Всем привет, американцы, в этом видео с вами поговорим о какие же будут смартфоны представлены в начале 2015 года, какие будут флагманы представлены от разных производителей, от Samsung, HTC, Apple, наверное, Apple. Поехали. Первый у нас по списку смартфон компании Samsung Galaxy S6. Эта фирма, компания Samsung, предпочла больше свой процессор Exynos, а не Snapdragon 810, потому что Snapdragon 810 очень сильно перегревается. И просто, зачем смартфону, чтобы он грелся, понимаете, это же логично. И вот почему компания Samsung просто не использует этот процессор. Но этот смартфон будет у нас в марте, как всегда компания Samsung представит свои новые смартфоны в марте этого года, он выйдет. Он получит 5-дюймовый дисплей, 5-дюймовый дисплей, сможет снимать с разрешением 20 мегапикселей, знаете, 20 мегапикселей камера, это а у iPhone 6 и плюс 8 мегапикселей. Идут разговоры, какой получит корпус новый смартфон компании Samsung. Скорее всего, думаю, что он получит пластик. Знаете, такой пластик, похожий на резину, что-то смешанное. Но это вряд ли. Скорее всего, получит, мне кажется, металлический корпус, как смартфон Samsung Galaxy A. Который типа металлический, да. И скорее всего, получит металлический корпус. Но хоть мы знаем компанию Samsung, которая чаще всего делает пластиковый. И можно предпочесть 50 на 50, что 50% чтобы пластиковый и 50 металлический. Но я что-то больше верю, что будет пластиковый. Я напоминаю, что смартфон был представлен в марте этого года. О нем слухов достаточно мало, потому что интернет не так сильно обсуждает смартфон компании Samsung. И компания Samsung не возлагает, по-моему, большие надежды на этот смартфон, потому что, во-первых, акции компании Samsung падают, прибыль падает, идет сокращение своего персонала. Вы, надеюсь, это читали, не знаю. И компания Samsung просто теряет прибыль из-за того, что китайские производители ее жмут. Хотя бы Apple, которая сейчас уже за первый квартал заработала 18 миллиардов долларов. Понимаете, миллиард долларов. Это вообще... Да, 18 миллиардов долларов. И просто компания Samsung реально скидывается вниз, к сожалению, большому сожалению. Все фанаты Samsung уже плачут. Да. Но это, думаю, что Samsung Galaxy S6 получит достаточно крутые характеристики, будут мощные, но, думаю, не будет пользоваться такой большой популярностью. Мы плавно переходим к компании LG. Новый смартфон компании LG 4 будет представлен в апреле или в мае этого года. Что же он получит? Он получит Snapdragon 810, по крайней мере, по слухам. Хоть компания Samsung отказалась, но LG что доверие с Qualcomm. Дальше. Не было опубликовано ни одной фотки этого смартфона, просто ни одной. Просто людям не интересно знать, что же компания LG представит в своем новом смартфоне. Просто если бы это был какой-то iPhone, там бы весь интернет был, iPhone такой, iPhone такой, LG это... Молдова, что сказать. Да. И просто интернет не так сильно интересно, судя потому что ни одного слуха в этом практически нету. Но он получит, по слухам, 16-мегапиксельную камеру, по слухам, и получит экран, только вдумайтесь, 5312 на 2988. Вы понимаете, это больше, чем Full HD. Это можно сказать, что 4К. Понимаете, 4К экран, он просто бьет вообще все стекла, все разбивается перед тем этими слухами. Более практически 4К экран, это просто муа. Компания HTC представит свой новый смартфон HTC One M9 1 марта. 1 марта, на что правильно, Мартишор в Молдове на праздник Мартишор презентовал новый смартфон компании HTC. Круто. Он получит новую камеру 20 и 7 мегапикселей. Понимаете, какая тенденция? Вначале 8, 12, 16, 20 и выше мегапикселей. Мне кажется, что это... странная тенденция, потому что у Apple до сих пор 8 мегапикселей. И это 8 мегапикселей снимает лучше, чем 40 мегапикселей от компании Nokia. Также он получит 3 гигабайта оперативной памяти и батарейку 2580 мАч. Да. Знаете, 3 гигабайта оперативной памяти это больше оперативной памяти, чем у большинства наших компьютеров в моей школе. Понимаете? В моей школе есть компьютеры, у которых 512 мегабайт оперативной памяти. Это просто вообще... Они вот такие квадратные, толстые. И смартфон будет умнее них, так что это... Слушайте, правительство, слушайте. Это все вам, чтобы были компьютеры хорошие, понимаете? На нем будет установлен Android Lollipop, и он получит 5,5-дюймовый экран. Да, вот так. Мы переходим к смартфону OnePlus One 2, который был представлен во втором квартале 2015 года. Этот смартфон получит Snapdragon 810. Все фирмы, кроме LG, него отказываются. Эти две фирмы будут в нем работать. Мне кажется, только они будут в нем работать, да. Остается вопрос с ценой этого смартфона. Первая версия стоит $300. По документам вторая версия смартфона будет стоить 400 или 500 долларов. Но мне кажется, что просто документы, просто слухи. А будут, например, 300-400 долларов. Потому что китайцы,
Они берут качеством и ценой. И цена заманивает покупателей. Понимаете? Это очень хорошая тактика, очень хорошая. Это было все, что я хочу вам сказать об этих смартфонах, которые поставили в начале 2015 года. Но чуть я не забыл, вот, чтобы я не забыл, вы должны поучаствовать на конкурсе, понимаете, поучаствуйте. Это очень крутой конкурс на 2 чехла от iPhone 6. Ссылка будет под описанием на видео, где я говорю об конкурсе, условия и тому подобное. Условия очень простые. Потому что 2 чехла крутых для iPhone 6 не разбрасываются на ютубе. Так что подписывайтесь, ставьте лайки на канал. И, кстати, за ваше здоровье. Выпьем спрайта, да. Окей, с вами Константин, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.